Всем привет! Я представитель по туризму и культуре уйгурской автономии Шопаргуль. Если вы хотите познакомиться с загадочной культурой древнего уйгурского государства Ния, обязательно посетите музей Хотана. Давайте заглянем на выставку Ния эпохи до нашей эры и посмотрим несколько артефактов, которые хранят в себе историю культуры Ния. Что касается парчевой повязки «5 звезд», она знакома каждому. Она была найдена в Ния, в районе Хотан, в древнем захоронении. Эта повязка соткана из пятицветной парчи, что является высшим достижением текстильного мастерства 2000 лет назад. Император Восточный Хань пожаловал ее правителю Ния в знак признания его государства. Этот раритет входит в список 64 национальных реликвий, запрещенных к вывозу за границу. Она особенно ценная. 5 звезд здесь – это 5 планет – Юпитер, Венера, Меркурий, Марс и Сатурн. Археологи определили, что этой парчевой ткани почти 2000 лет. Это одно из величайших археологических открытий Китая в 20 веке. Кроме того, найдены древнейшие женские штаны из парчи с надписью «Долгая радость», «Великий свет» и мужские штаны из вышитой хлопчатобумажной ткани. Это одни из самых древних образцов из хлопка. Парчевый мешочек с вышитой точной датой – 84 год новой эры. Мешочек с надписью «Золотой пруд и феникс». Древний клатч – сумка из шерсти и шелка с цветной бахромой. Внутри лежали косметика и зеркальце, бисер и тигровые полоски, сумочка с подвеской рыбкой из ткани. Еще один артефакт из Ния – это шарф с клетчатым узором. Посмотрите на этот шарф, даже через 2000 лет он не вышел из моды. Этот шарф очень полюбился людям, поэтому мы выпустили его копии как сувенир и для модниц, как продукцию музея Хотана. Посмотрите на этот артефакт. Это стеклянный ритон. Для чего он использовался? Это сосуд для вина. Он напоминает бараний рог, вино наливали сверху, а пили снизу. Также его использовали в ритуальных целях. Многие спрашивают, он сделан из нефрита? Нет, это стеклянный ритон. Но разве в то время уже было стекло? Очевидно, оно было привезено по шелковому пути. Помимо этих 3 экспонатов, в музее Хотана есть и много других артефактов, связанные с уйгурской историей и культурой Хотана. Приходите в музей Хотана. Мы ждем всех вас. Богатые экспозиции. Реалистичные голографии. Идеально вылизанные витрины. Это Хотанский музей. Место, где историю полностью переписал Китай. Вам показывают ханьские монеты, древнюю парчу, изделия из шелка и красивые вазы из нефрита. Вас уверяют, это и есть вся история Хотана. Но посмотрите внимательнее. Вы видите эти пробелы между витринами. Это вырезанные китайской цензуры целые столетия уйгурской истории. В этом музее вы не увидите древнее буддийское царство Хотан X века, Хотан с XI века в составе Кашгарского ханства караханидов, затем в составе западного Ляа до прихода Чингисхана, далее эпоха Монгольской империи, затем Хотан в составе Чагатайского улуса и Моголистана, Яркентского и Джунгарского ханства, и тем более Хотан вам не покажут как инициатора создания Восточно-Туркестанской Исламской Республики 1933 года. Таким образом, Китай вырезал более 1000 лет уйгурской независимой истории Хотана. Сегодня мы будем смотреть на древние европеоидные мумии предков уйгуров и древнюю цивилизацию уйгурского народа. Но мы помним, Китай боится настоящую уйгурскую историю. Почему? Потому что Китая здесь не было.